Меры поддержки для пожилых людей, пенсии, получения соцуслуг. Задать свой вопрос представителям Пенсионного фонда и аппарата уполномоченного по правам человека Ингушетии может любой желающий. Муса Зурабов одним из первых пришел на бесплатную консультацию. Дедушке 79 лет, он репрессированный. Во время депортации ему не было еще 5 месяцев. В январе 2001 года ушел на заслуженный отдых. Мужчина настаивает, ему должны пересмотреть трудовой стаж. В соответствии с законом от 1990 года. В соответствии с этим законом и другими подзаконными актами мне должны были зачесть время пребывания в ссылке в 3-кратном размере при определении трудового стажа. Это мне не сделано. Сегодня я обращаюсь уже очередной раз, обращался письменно. Почему вы ко мне применяете закон, который начал действовать с 1 января 2002 года, при том, что мне пенсию назначили в январе 2001 года? У нас есть группа пенсионеров, которые настаивают, чтобы мы им рассчитали пенсию с учетом репрессий в 3-кратном размере. Но размер пенсии рассчитывается, не смотрят дальше, не считают. Вот, по пункту 4 статьи 30. Невыгоден перерасчет пенсии. Если вы официально обратитесь, мы вынуждены будем вам пересмотреть. Но мы вас предупредим, что размер пенсии пересмотреть в сторону уменьшения вам невыгодно. Ситуация Мусы Зурабова оказалась не такой легкой и требует детального изучения. Специалисты заверили, что вопрос рассмотрят в кратчайшие сроки. Вот мы сегодня договорились, что в связи со сложностью ситуации еще соберемся с дополнительным количеством должностных лиц и попытаемся разобраться в этом вопросе. То, что прием проводится на базе МФЦ, жители считают удобным. Тем, кто не знал, что здесь проводится консультация по вопросам пенсионного обеспечения, говорят на месте. Таким образом, за один визит многие граждане решают ряд вопросов. То, что вы не получили это ЕДВ, 1850 рублей, вам выплатят ее в декабре. Мне вот так сказали, я звонила им, потому что почему одна месяц задержка, вторая тоже. Они сказали просто вовремя подгрузиться диагноз инвалидности в электронном виде. Да. Объяснили, я им звонила по этому вопросу, я звонила. Ответы многие получают на месте. С каждой ситуацией разбираются подробно. Правовой марафон для пенсионеров проводится в регионе уже в 4-й раз. Из-за пандемии его 2 раза проводили дистанционно. Теперь вновь возобновили очный формат. Оно проводится ежегодно по инициативе Федерального аппарата по правам человека. Данное мероприятие включает в себя бесплатные консультации, приемы в местах массового скопления людей, таких как МФЦ, к примеру, и проводится во всех регионах нашей страны в октябре-ноябре месяцах. Целью этого проекта является правовое информирование людей предпенсионного и пенсионного возраста по вопросам их прав, как пенсионных, так и социальных, если у них есть вопросы по данной категории прав. Правовой марафон в регионе стартовал с начала этого месяца. Консультация проводится в разных локациях каждый четверг. Первое мероприятие проходило в городе Магас в МФЦ, второе мероприятие сегодня в городе Назрань, следующее у нас запланировано в городе Сунжа, также в МФЦ, и последнее, завершающий прием граждан, будет запланирован с участием руководителей Пенсионного фонда по Республике Ингушетия и уполномоченного по правам человека непосредственно в офисе уполномоченного в городе Магас. А значит, успеть на марафон еще можно. Так вы сможете напрямую узнать о мерах поддержки для пожилых людей, получении различных социальных услуг и узнать об изменении в законодательстве от специалистов. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.